Таджикистане народ поддался коронавирусной истерии и сметает с прилавков магазинов и рынков продукты первой необходимости. Цены резко выросли, власти уверяют, что для паники нет никаких причин. Ситуация под контролем, запаса продовольствия хватит на годы. Если бы здесь был порядок, всем хватило бы муки, но люди перевозбуждены. В Вашингтоне прошла ежегодная церемония вручения премии Госдепартамента США за мужество. Награду получили 11 женщин со всего света, среди которых этническая казашка из Китая Сарайгуль Саудбай, которая и рассказала миру о притеснениях мусульманских меньшинств в Синьцзяне. Власти говорили, что таким способом хотят зачистить страну от террористов. Это полная ложь. Они просто хотели уничтожить этнические меньшинства. В Кыргызстане власть начинает закручивать гайки. Любые марши, включая за права женщин, 8 марта отменены до 1 июля. Парламент рассматривает законопроект об ужесточении финансовой отчетности негосударственных организаций. Именно НПО являются оппонентами, если это власть коррумпированная. Если это принят будет законопроект, то, по сути, государство теряет оппонентов. Оппонентов, которые противостоят узурпации власти. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Таджикистанцы сметают продукты с прилавков в магазинах и на рынках. Это следствие появившихся слухов о первых заболевших коронавирусом и в публикациях о росте цен на товар первой необходимости. Власти страны успокаивают, цены взяты под контроль, а запасов хватит надолго. Но люди этому верят не особо, поток людей на базарах не ослабевает. В этом лично убедился наш корреспондент в Душанбе Анушервон Арипов. Он побывал на одном из рынков. Мука – основной продукт в рационе питания таджикистанцев, и именно муку в первую очередь раскупают местные жители. Затем идет растительное масло, сахар, картофель. Муку покупают большими мешками. Из-за этого вчера она с прилавков исчезла первой. Те, кто не смог купить муку накануне, побежали на базары сегодня с утра. Если бы здесь был порядок, всем хватило бы муки, но люди перевозбуждены. Там, где я был, закрыто. С утра хочу купить муку здесь. Продукты, картошку, лук, масло берут, но в основном муку. Все хотят запастись мукой. Вы сами видите, какая здесь очередь. Местные власти во избежание паники организовали на центральном столичном рынке ярмарку продуктов питания из государственных резервов. Муку продают прямо с грузовиков. Ну вот, берут люди. На человека только по мешку дают, не больше одного. Продукты будут подвозить постоянно, пока не схлынет волна покупателей, говорят в администрации рынка. Ажиотаж начался из-за слухов о том, что в стране якобы закроют все рынки из-за угрозы коронавируса. Молва пошла после вчерашнего заявления властей об отмене массовых публичных мероприятий, репетиций к Наврузу и закрытии мечетей. Пошли слухи, что рынки тоже закроют, и поэтому все побежали покупать муку. Но я верю, что базары не закроют, этого не случится. Муки у нас много, и мы всех обеспечим. В Министерстве здравоохранения сегодня провели экстренную пресс-конференцию, чтобы успокоить жителей столицы. Резкий рост цен накануне вечером произошел из-за спекуляций отдельных торговцев. И сегодня цены вернулись на прежний уровень, говорят чиновники. Запасов продовольствия, по их словам, хватит на 2 года, даже если будут закрыты все границы. А этого не произойдет, заверили в министерстве. Контроль за ценами на продукты питания будут вести все заинтересованные госструктуры. Стоит отметить, что страна не поставляет продуктов питания из КНР. Из этой страны поступает только оборудование и техника. Большинство населения пользуется в основном продукцией, произведенной в стране. Граница с соседними странами, в том числе и Узбекистаном, открыта, и все импортные продукты свободно поступают в прежних объемах. Если с продуктами питания проблем возникнуть не должно, то вот медицинских масок не хватит точно. Уже сегодня в большинстве столичных аптек их попросту нет. А если вдруг завезут, говорят фармацевты, цены будут в несколько раз выше. Есть вообще маска? Нет вообще масок. У нас они по одному сомони были, но уже закончились. В Министерстве здравоохранения страны также сообщили, что в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находятся 1500 прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана и Афганистана. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Азия.
В Индонезии зараженных коронавирусом разместят на необитаемом острове. В Южной Корее суды проходят в видеорежиме, а немецкая Люфтганза на 20% сокращает количество авиаперелетов. Коронавирус заставляет государство вносить изменения в обычную жизнь людей, а в некоторых местах повышает недоверие между гражданами и властями. На борьбу с вирусом выделяются десятки миллиардов долларов. Международные финансовые институты обещают не оставлять бедные страны один на один с коронавирусом. Акрам Абдукахор расскажет о самом актуальном. Власти Италии, где ситуация с коронавирусом за последние сутки резко ухудшилась, приняли решение закрыть все школы и университеты до середины марта. В стране от вируса умерли 107 человек, а число инфицированных перевалило за 3000. В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Италии рассматривает вариант расширения зоны карантина, отмену конференций и проведения спортивных соревнований без участия зрителей. Помимо этого, власти хотят убедительно попросить людей старше 75 лет не выходить из дома. Премьер-министр Италии накануне призвал соотечественников ограничить контакты, чтобы остановить распространение COVID-19. До тех пор, пока количество пациентов в реанимации ограничено, система здравоохранения может эффективно помогать им. Но если это число резко растет, то не только Италия, но и любое другое государство в мире не сможет справиться с такой ситуацией. В Иране тем временем до 74 ударов плетьми грозит двум героям соцсетей, которые демонстративно на камеру облизали решетки внутри религиозных святынь в Куме и Машхаде. По мнению чиновников, они нарушили распоряжение о повышенных мерах гигиены в публичных местах. Представитель иранского Минздрава, в свою очередь, опубликовал сегодня карту распространения коронавируса. По ней видно, что основными очагами вируса стали столица страны Тегеран и религиозный центр Ирана город Кум. В иранском обществе, в свою очередь, с большим недоверием стали относиться к официальной статистике властей. Согласно ей, общее число инфицированных составляет почти 3000 человек. Число умерших – 92. Власти продолжительное время скрывали масштаб распространения вируса. Это застало народ врасплох. После того, как люди узнали о вирусе, они стали более осторожными. Меньше стали выходить на улицы, носят маски и перчатки. Да и сфера медицины у нас не такая уж и плохая. Там работают хорошие специалисты. Если бы им сообщили заранее о распространении вируса, то они вполне могли бы его локализовать и предпринять более эффективные меры. Сейчас у населения скопилось много вопросов к власти. Почему они так поступили? В США погиб 11-й человек, заразившийся коронавирусом. Им оказался пожилой житель Калифорнии, который предположительно заразился во время нахождения на круизном лайнере в феврале. Власти штата ввели режим чрезвычайной ситуации. Местный губернатор объяснил это с необходимостью получения федеральной помощи для борьбы с вирусом. Накануне американские конгрессмены одобрили выделение $8,3 миллиарда на борьбу с коронавирусом. Эти деньги в первую очередь пойдут на исследование и разработку коронавирусных вакцин, экспресс-тестов, терапевтических средств и поддержку медицинских госучреждений. В свою очередь, Всемирный банк объявил о выделении $12 миллиардов на профилактику коронавируса. Эта помощь главным образом будет выдаваться беднейшим государствам мира и странам с высоким уровнем риска и низкой способностью противостоять вирусу. Таджикистан признан одной из самых несвободных стран мира. Согласно новому отчету международной неправительственной организации Freedom House «Свобода в мире 2020. Борьба за демократию и отсутствие лидеров», страна попала в десятку худших государств по соблюдению прав и гражданских свобод. Freedom House включила в свой отчет 195 стран мира, 83 признаны свободными, 63 частично свободными и 49 несвободными. Таджикистан набрал 9 баллов из 100 и оказался среди 29 стран, где последние 10 лет наблюдается катастрофическая ситуация с соблюдением прав и гражданских свобод. За это время страна потеряла 18 позиций. Если же брать Центральную Азию в целом, то еще хуже дела обстоят у Туркменистана. Всего 2 балла, столько же у Эритреи и Южного Судана. Немногим лучше ситуация в Узбекистане, всего 10 баллов. Позиции Казахстана незначительно улучшились. Если в прошлом году страна набрала 22 балла, то в этом 23. Но все равно государство признано несвободным. Ну а самая свободная страна Центральной Азии, Кыргызстан. Страна набрала 39 баллов и попала в группу частично свободных государств. Самыми свободными странами в мире признаны 3 скандинавских государства – Норвегия, Швеция и Финляндия. У них 100 баллов из 100 возможных.
Этническую казашку из Синьцзяна Сайрагуль Саудбай наградили премией Госдепартамента США за мужество. Эту премию ежегодно вручают женщинам, которые проявили смелость в борьбе за справедливость и права человека. В этом году лауреатами стали еще 11 женщин из Азербайджана, Армении, Афганистана, Сирии и других стран. Шолпана Розбекова о том, как прошла церемония награждения. Сайрагуль Саудбай. Премию из рук первой леди США Мелании Трамп и госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео Сайрагуль Саудбай получила за женскую отвагу. Ее история о репрессивной политике в отношении мусульманских меньшинств, проживающих на территории Китая, придала импульс в борьбе против произвола китайских властей. Вручая премию, госсекретарь Майк Помпео отметил, что мужество Сайрагуль вдохновляет и других людей делиться своими историями. Сегодня мы чествуем Сайрагуль Саудбай, бывшего врача. Ее разлучили с семьей, пытали, заключали в тюрьму. Ей грозила смертная казнь из-за того, что она имела мужество говорить правду. Она стала одной из первых жертв, открыто заговоривших о кампании репрессий Коммунистической партии Китая в отношении мусульманских меньшинств. Она смело сообщала информацию о синьцзянских лагерях и продолжает вдохновлять других бывших узников и их семьи на то, чтобы они поведали миру свои истории. Сейчас Сайрагуль Саудбай вместе со своей семьей живет в Швеции. Именно в этой стране она получила то, что не смогла предоставить ей ее историческая родина Казахстан – гражданство. В своем интервью зарубежным СМИ Сайрагуль не забывает поблагодарить страну, приютившую ее после побега из Китая. Когда я работала в лагере, они сняли меня с должности и, шантажируя меня моей семьей, которая находилась в Казахстане, решили меня уничтожить. Я тогда понимала, если меня отправят в концлагерь, то живой я оттуда не вернусь. Поэтому я и перешла незаконно границу, чтобы хоть в последний раз поцеловать своих детей. Ведь мне все равно грозила смерть. Но в Казахстане мне не предоставили политического убежища. Я сидела там 9 месяцев в тюрьме, и они хотели меня выдать снова Китаю. Я благодарна Швеции, что в самый трудный момент она мне помогла и дала гражданство. Кроме Сайрагуль Саудбай, награду в этом году присудили еще 11 женщинам из Афганистана, Азербайджана, Пакистана, Сирии и других стран. Среди них правозащитники, журналисты, а также активисты, критикующие власть. Сайрагуль – вторая казашка, получившая премию Госдепартамента США. В 2018 году премией за мужество была награждена казахстанская адвокат Айман Умарова. Именно она представляла интересы Сайрагуль Саудбай на последних судах в Казахстане, где рассматривался вопрос по предоставлению ей политического убежища. После громкого судебного дела над Сайрагуль, за которым наблюдал весь мир, свои истории стали рассказывать и другие этнические казахи из Синьцзяня. Из-за давления со стороны властей и угрозы оказаться в концлагере из Китая также бежали Кастер Мусахан и Мурагер Алимула. Позже, точно так же, как и Сайрагуль, границу пересечет, а затем сдастся казахстанским властям другая этническая казашка Кайша Акан. Судебное разбирательство в отношении них уже закончено. Им присудили пробационный контроль на полгода. И сейчас они проживают в Казахстане, но гражданство все еще не получили. Шолпана Розбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Через что пришлось пройти Сайрагуль Саудбай сначала в лагере политического перевоспитания в китайском Синьцзяне, а затем в Казахстане. Об этом она рассказала в интервью нашим коллегам из «Голоса Америки». Предлагаем его вашему вниманию. Я была врачом, потом преподавателем, работала директором в школе и в детском садике. В 2002 году была вынуждена вступить в Компартию. Китайская коммунистическая партия начала проводить свою политику в отношении местных этнических меньшинств – казахов, уйгуров, кыргызов. Тогда мы решили переехать с семьей на историческую родину, но китайское правительство насильно отобрало у меня документы и запретило нам выезжать в Казахстан. Даже приехав в Казахстан, я не могла связаться со своими родными. Это были трудные времена для меня. В начале 2017 года ночью меня забрала полиция. Они пугали, били, мучили меня. Требовали, чтобы моя семья вернулась в Китай. Я понимала, что если моя семья вернется, то они попадут в тюрьму. Потому что на тот момент уже вовсю чувствовался разгул фашистской политики. Китайская власть обманом завлекала обратно в страну другие семьи и сажала их в тюрьму. Я отказалась возвращать свою семью. Но из-за этого давление на меня усилилось еще больше. В конце 2017 года я была вынуждена отправиться в концлагерь и преподавать там уроки. Я там проживала. Условия были трудные. Весь ужас, творящийся там, я видела своими глазами. Я находилась там до марта 2018 года. По договору, который мы подписывали на месте, нам запрещалось говорить, что происходит в концлагере. Мне даже грозили смертью в случае распространения этой информации. Я никому не говорила, что работаю в концлагере, так как была очень напугана. Их не устраивало, что моя семья находится в Казахстане, поэтому они решили избавиться от меня. Мне сообщили, что меня на 3 года поместят в концлагерь. Зная, что происходит там, я поняла, что живой мне оттуда не выбраться. В этот момент я поняла, что должна вернуться к своей семье, чего бы это ни стоило, и пошла на такой шаг.
шаг. Пересекла незаконно границу между Китаем и Казахстаном. По прибытию в Казахстан я попросила о политическом убежище. Но здесь меня задержали и отправили в тюрьму на 9 месяцев. Там я тоже испытала много трудностей. Власти Казахстана 3 раза отказали мне в предоставлении политического убежища. Они хотели вернуть меня в Китай. В этот трудный момент я попросила помощи у международной общественности. Вмешалась ООН, и власти Швеции для меня и моей семьи дали политическое убежище. Сейчас мы проживаем в Швеции. Я очень благодарна международным организациям, которые протянули нам руку помощи, властям и народу Швеции. В Швеции, помимо меня, оказывает помощь 3 миллионам людей, которые оказались в такой же ситуации. Я требую от властей Китая, чтобы они перестали причинять боль неповинным людям, чтобы немедленно остановили геноцид, чтобы освободили всех заключенных из концлагерей. Миллионы детей и их семей разлучились из-за такой политики. В Китае у нас никогда не было свободы вероисповедания. Во время священного месяца Рамазан нам запрещалось держать пост и как-либо отмечать этот праздник. Власти говорили, что таким способом хотят зачистить страну от террористов. Это полная ложь. Они просто хотели уничтожить этнические меньшинства. Смотрите далее в нашей программе. В Кыргызстане власть начинает закручивать гайки. Любые марши, включая за права женщин, 8 марта отменены до 1 июля. Парламент рассматривает законопроект об ужесточении финансовой отчетности негосударственных организаций. Именно НПО являются оппонентами, если это власть коррумпированная. Если это принят будет законопроект, то, по сути, государство теряет оппонентов. Оппонентов, которые противостоят узурпации власти. В конце февраля сотрудники правоохранительных органов Пахта-Абадского района Андижанской области Узбекистана задержали местного жителя Джурабека Кемизова. Он работает обычным водителем, но известен как блогер, который освещает в социальных сетях проблемы рядовых андижанцев. Ему предъявили обвинение в мошенничестве, а в доме провели обыск. Супруга Кемизова Асилзода Холмирзаева заявила Озодлику, что причиной ареста ее мужа стала постоянная критика местных властей. Она считает уголовное дело против своего мужа заказным. Также жена Кемизова рассказывает, что в надежде найти супруга она объездила все тюрьмы и СИЗО в Андижанской области, но не смогла получить никакой информации о его местонахождении. Напомню, в 2018 году Джурабек Кемизов запустил видеоблог в интернете под названием «Адолат ТВ» в YouTube. Его видео, в частности, были посвящены освещению проблем местных жителей. Журналист Озодлика связался по телефону с начальником ОВД Пахта-Абадского района Азизбеком Исламовым, чтобы получить комментарий по факту ареста блогера Джурабека Кемизова. Но, услышав вопрос журналиста, начальник районной милиции бросил трубку. А в Бишкеке запретили проведение марша женщин в центре города до середины лета. Отметить 8 марта власти предлагают после 1 июля, однако феминисток такое решение суда не устраивает. Районный суд Бишкека решил, что мероприятие может спровоцировать беспорядки. Джибек Бигалиева побывала на закрытом заседании суда. Дело в том, что согласно решению Первомайского суда в Бишкеке запрещается не только женский марш, который должен был пройти 8 марта, но и все митинги и акции протеста. Официальная причина – возможность беспорядков и распространение коронавируса. Но по решению этого же суда ограничение не распространяется на государственные и муниципальные мероприятия. Получается, коронавирус для их участников не опасен, удивляется адвокат активистов, которые собирались устроить марш женщин, выступающих против насилия. Красной нитью через все решение идет о том, что митинги ограничиваются нельзя, это наше конституционное право, но в то же время есть соразмерность. И поэтому суд счел, что запретить митинги и собрания простых граждан, это очень большая подверженность коронавирусу. А муниципальные праздники, государственные празднования, то тут граждане, в принципе, могут очень спокойно, безопасно отмечать праздники и не опасаться за коронавирус. Надо отметить, что и в прошлом году феминисткам также через суд пришлось отвоевывать право на демонстрацию 8 марта. Тогда муниципалитет просто взял и запретил марш за права женщин, но организаторы мероприятия подали в суд и выиграли. Вот и сейчас члены инициативной группы считают, что мэрия ограничивает проведение массовых мероприятий именно из-за них. Это уже второй раз, когда Первомайская райадминистрация подает подобное заявление. 3 марта было одно из заявлений от райадминистрации, мы тоже были здесь в Первомайском суде. Они сами забрали заявление во время судебного процесса, потому что, видимо, аргументация у них провалилась. Там была аргументация того, что наши лозунги будут призывать, и там достаточно такие странное было обоснование. Бишкекские феминистки сейчас собираются в штабе, чтобы решить, как выйти из ситуации. Или провести мероприятие с участием 99 человек, это разрешенное количество, или выбрать другой формат мероприятия, или отметить 8 марта после 4 июля, когда истечет срок ограничений.
Откуда деньги, господа? Парламент Кыргызстана хочет обязать неправительственные и некоммерческие организации дополнительно отчитываться о финансировании. Депутаты опасаются, что НПО спонсирует протестные митинги, а еще хуже – террористов. Правозащитники, в свою очередь, считают, что истинная цель нардепов – избавиться от критиков власти. Дарья Тимофеева выслушала доводы сторон. Обсудили поправки депутаты еще неделю назад. Сейчас же просто молча нажали кнопки. Пару минут, и законопроект принят в первом чтении. 100 за, 9 против. Те, кто не одобрил изменения, считают, что затея коллег испортит международный имидж страны и лишит ее помощи доноров. Говорят, дополнительная отчетность НПО противоречит интересам государства. Для проведения прозрачных, честных, справедливых, настоящих конкурентных выборов основными отечественными наблюдателями являются это НПОшники. Какая необходимость перед выборами противопоставлять лидеров НПО, а у нас это больше 30 тысяч, против президента, против парламента, против правительства. Услышав о разработке поправок, Аида Исмаилова сама вызвалась войти в число инициаторов. Народоизбранница уверена, полезных неправительственных организаций немало, но есть и те, кто проводит махинации, прикрываясь статусом НКО. Важно знать, откуда деньги, а главное, на что их тратят. Депутат не исключает, что именно общественные фонды спонсируют митинги. Вот эта вот норма, она нам поможет выявлять вот такие вот определенные направления финансовых потоков на вот такие вот дестабилизирующие моменты. Не все проявляют недовольство. Многие НКО это даже поддерживают. Это те НКО, которым нечего скрывать и которые чисты перед законом. Чего им бояться, если нечего скрывать? По сути, главный аргумент авторов законопроекта. Руководители НПО уверены, поводов для опасений у них немало. В первую очередь, власти не могут гарантировать сохранность данных. Утечка информации из госорганов происходит регулярно, отмечает Аида Алымбаева. Конечно, есть риск того, что эти данные будут же использоваться против тех же НПО, которые критикуют власть. Вот вы взяли какую-то информацию, вытащили из массы, из базы данных определенную информацию против, например, тех же правозащитников. Да? Могут эти данные использовать для своих интересов, сказать, что эта правозащитная организация получила грант от Америки, поэтому эти неправительственные организации защищают интересы американцев, но не кыргызстанцев. Налоговый соцфонд НКО сдавали отчеты наравне с коммерческими организациями, но других юридических лиц нововведения не коснутся. Потому поправки правозащитники называют дискриминационными. Вся наша машина пропаганды, да, она работает против НПО. У НПО навешиваются определенные ярлыки, да, что мы занимаемся политикой. Хотя, опять же, граждане сами не понимают, что это их право заниматься и участвовать в процессе принятия решений. Истинные причины такого разграничения представители гражданского общества видят в желании властей избавиться от критиков. На носу выборы, нужно держать марку. И именно НПО являются оппонентами, если это власть коррумпированная. В этом смысле в долгосрочной перспективе, если это принят будет законопроект, то, по сути, государство теряет оппонентов, которые противостоят узурпации власти. И потеряв этих оппонентов, мы получим, по сути, авторитарное государство через очень короткий промежуток времени. Активисты из неправительственных организаций выступили с обращением к руководству страны и гражданам, указали все ошибки и противоречия вносимых поправок. Реакции пока никакой. 6 лет назад в парламенте уже пытались взять под контроль НПО. Тогда их планировали признать иностранными агентами. Разразился скандал, закон обсуждали 2 года, так и не приняли. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. В настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра. Всего доброго. Ну, такая героиня, как Айшат, мне кажется, она женщинам нужна и сейчас, и тогда. Сейчас, мне кажется, даже еще больше нужна была бы. В то время, когда появилась клиника Айшат, жизнь горяна, конечно, была намного тяжелее. Тогда не было ни элементарных коммуникаций в горах. С родника носили воду женщины по 2 километра, по 3 километра. Когда человек свободный, когда человек образованный, это самый счастливый человек.
А что значит быть свободным? Это значит почувствовать себя, то есть почувствовать уверенность в себе. Сейчас примерно 2 часа дня, а снаружи темнота. Заметьте, поезд едет не в туннеле. Или в туннеле. Это север, крайний север. И солнце едва поднимается над горизонтом.